все пророки, которых Аллах отправил к людям. Нух, Ибрахим, Моисей, Иисус, Мухаммад и все другие пророки, да благословит их всех Аллах и приветствует. Хотя мужчины и мусульмане следуют велению пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и отращивают свои бороды. Ниже будут приведены некоторые удивительные факты, которые обнародовали современные ученые касательно пользы для здоровья от ношения бороды. Предотвращает рак кожи. Недавние исследования относительно защитных функций бороды от ультрафиолетовой радиации, проведенные Университетом Северного Куинсленда, Австралия, показали, что 95% ультрафиолетовых лучей блокируются бородой, что может играть большую роль в предотвращении базально-клеточного рака кожи. Эта форма рака самая распространенная. В 4 из 5 случаев она может появиться на лице, шее и голове. И в 90% случаев солнце является причиной видимых признаков старения. Сокращение проявлений астмы и симптомов аллергии. Согласно данным докторов по лечению астмы и аллергии в Нью-Йорке, если вы страдаете пыльцевой аллергией или даже астмой, то волосы на лице будут работать в качестве фильтра и будут способствовать защите от попадания аллергенов. Эти волосы не сильно отличаются от волосков в носу. Волоски в вашем носу защищают намного больше, чем вы думаете. Волосы в носу удерживают загрязняющие вещества, которые могут навредить вашему организму. Следовательно, чем длиннее борода, тем выше ежедневная защита дыхательных путей. Кожа без недостатков. Если у вас нет вросших волос, порезов от бритвы и других подобных проблем с кожей, ваша кожа не имеет недостатков. Поэтому отказ от бритья не только скрывает недостатки, на самом деле он предотвращает их. Раздражение от бритья, угри, фолликулит – все это может возникать по причине бритья. Говорит доктор, сотрудник остеопатического колледжа дерматологии и дерматолог медицинского центра Векснера штата Огайо. Бритва может раздражать кожу и даже способствовать распространению микробов, вызывая инфекцию волосяного фолликула. Естественная влажность. Ваше лицо обладает встроенным режимом регулировки влажности. За это отвечают сальные железы. Они вырабатывают естественное кожное сало, которое поддерживает увлажнение кожи. Густая борода не только предотвращает грубое раздражение кожи вашего лица, но также защищает его от внешнего воздействия, которое приводит к покраснению и сухости. Оставайся молодым навсегда. Вот твой секрет естественного скрытия признаков старости. Подвергаясь воздействию солнечных лучей меньше за счет бороды, вы продолжаете выглядеть моложе. Предотвращение болезней. Когда наступает лютый холод осенью или зимой, борода будет согревать вас и поможет успешно справляться с холодом. Чем длиннее борода, тем лучшую изоляцию вы получите. Уменьшение инфекций. С бородой вам никогда не придется беспокоиться о бактериальных инфекциях, вросших внутрь волосах и фолликулите, воспалениях волосяного фолликула, вызывающих сыпь. Эти инфекции являются частым риском при регулярном бритье. Не относящийся к теме. По поводу бороды. Мой отец заставляет меня ее сбрить. Я искал в интернете и не нашел нужного ответа. Прошу ответить на мой вопрос. Это вопрос шейху Исмаилу Менку. Хотя у шейха Абдул-Рахима борода больше, чем у меня, я отвечу сам. Посланник Аллаха говорит: хотите помериться, шейх? Шейх, у вас объемней. Объем зависит от шампуня, брат. Хорошо. Пророк велел нам отращивать бороды и укорачивать усы. Усы нужно укорачивать, а бороду нужно удлинять. Ее надо отращивать. Признаком верующего человека, мужчины, является то, что у него есть борода. Если ваши родители велят вам бриться, они говорят вам сделать то, что противоречит сунне посланника, учению ислама и учению пророка. Возможно, стоит объяснить родителям, что вам нужна борода, и вам нужно ее отрастить, даже если вы начнете с малого. Я помню молодого человека много лет назад, у которого не было бороды. В разговоре с ним я посоветовал ему при каждом бритье оставлять один волос. Он посмотрел на меня и начал смеяться. Я сказал: а потом оставь по одному волоску на каждой стороне, и однажды у тебя будет испаньолка. Знаете, это маленькая бородка. Вот здесь, только на подбородке. Я встретил его несколько лет спустя, и у него была хорошая полноценная борода. Он сказал мне кое-что. Я узнал, что случилось. Он сказал: я начал растить бороду, и, альхамдулилля, вначале она росла с одной стороны, а с другой нет. Я придумывал себе оправдание. Потом я просто оставил ее расти. И я рад, что теперь она большая. Просто нужна сила воли. Начните с чего-то маленького, и, иншаллах, вскоре у вас будет нечто большое. Вы выглядите мужественно, как мужчина, субханаллах, не так, как женщина. Просим Аллаха дать нам больше сил. Умирая, я хотел бы выглядеть
Именно так. ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد. اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتابهای شیخهای عرب و مولویهای زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتاب‌ها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین و المجوس. در همین حدیث شیخ‌های عرب میگویند که دو صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریش های خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستید.